Андрей Анатольевич. Доклад я свой разделила на две части. Выступление, то есть до передачи полномочий и после. Да? Реализация полномочий поступления в силу федерального закона об ответственном обращении с животными. В соответствии с законом Республики Саха-Якутия от 2 апреля 2014 года номер 131 В окружной администрации города Якутска переданы полномочия по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных. До вступления в силу всех положений федерального закона от 27 декабря 2018 года номер 498 КЗ об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, то есть до 1 января 2020 года окружной администрацией проводились мероприятия по отлову, содержанию, утилизации безнадзорных животных. При этом нормативы, установленные правительством Республики Саха-Якутия на проведение данных мероприятий, не отвечали фактическим затратам. Так, согласно данным муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис», фактические затраты на реализацию данных мероприятий в период с 2017 по 2019 годы составили более 49 миллионов рублей, переведенных субвенций из государственного бюджета Республики Саха-Якутия менее 16 миллионов рублей. Таким образом, дефицит финансирования из государственного бюджета Республики Саха-Якутия в период с 17 по 19 годы составил более 33 миллионов рублей. Соответственно, муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» понесло убытки, которые на сегодняшний день не возмещены бюджетом города Якутска. Стоит отметить, что установленные нормативы не предусматривают затраты на коммунальные и прочие расходы пункта передержки безнадзорных животных. Оплата труда работников пункта передержки безнадзорных животных. С учетом данных затрат муниципальное предприятие «Жилкомсервис» понесло убытки за период с 2017 по 2019 годы составило более 73 миллионов рублей. Окружная администрация города Якутска неоднократно отмечала недостаточность нормативов средней стоимости услуг, а также на отсутствие утвержденных нормативов на стерилизацию животных. Реализация полномочий после вступления в силу федерального закона об ответственном обращении с животными. В связи с тем, что федеральным законодательством запрещена эксплуатация безнадзорных животных, за исключением отдельных случаев, остро стоит проблема строительства приюта для безнадзорных животных. В соответствии с имеющимся расчетом на переоборудование существующего пункта передержки безнадзорных животных, приют для животных на 800 особей необходимо финансирование в размере более 46 миллионов рублей. Действующий пункт передержки безнадзорных животных рассчитан на 120 особей и не отвечает федеральным требованиям. Республиканские порядки и расчет нормативных затрат на содержание животных без владельцев не учитывают нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, который в соответствии со статьей 230 предусматривает при содержании безнадзорного животного обращаться в полицию и органы местного самоуправления для принятия мер по розыску собственника. Согласно статье 231, если в течение 6 месяцев с момента заявления о содержании безнадзорных животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявится в своем праве на мир, лицо, у которого животное находилось на содержании и использовании, приобретает право собственности на них. В связи с чем мероприятия по вакцинации, стерилизации и маскировке возможно провести только по истечению указанного срока. Подготовленный Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия проект постановления правительства Республики Саха о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия от 2 апреля 2014 года номер 131 В о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха-Якутия отдельными государственными полномочиями не включает в себя выделение средств на строительство приютов на территории муниципальных образований, заработной плат работников приюта, при этом общий размер субвенций из государственного бюджета Республики Саха-Якутия, то есть на финансирование всех муниципальных образований, составляет 80 миллионов 181 тысяч рублей. Согласно
Согласно имеющимся расчетам, на реализацию мероприятий, предусмотренных данным проектом на территории города Якутска, необходимо финансирование в размере не менее 81 миллиона рублей, без учета строительства приюта и заработной платы сотрудников. А с учетом модернизации ППЖ и заработной платы работников, если все прибавить, 81 плюс 46 плюс 13,5, то получается у нас 141 миллион 300 тысяч рублей. По информации дежурно-диспетчерской службы за 2019 год поступило 3008 заявок на отвод надзорных животных. По состоянию на сегодняшний день поступило 329 заявок, что превышает показатели на аналогичный период на 31%. Наибольшее количество заявок поступивших из ИДДС в 2019 году зафиксировано в марте прошлого года. Это 407 заявок. Вот сейчас наблюдается, в марте тоже будет рост. План окружной администрации. Планы у нас утверждены распоряжением от 14 января, номер 12Р. И необходимо нам сейчас разработать и принять правовые акты окружной администрации о установлении порядка организации деятельности приютов для животных. Разработать и принять правовые акты окружной администрации о установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Якутска. Также внести изменения в правила устройства города Якутска в части обращения с животными. И также утвердить распоряжение места для выгула собак, у нас сейчас уже находится на подписи у главы, и совместно с Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия и территориальными органами самоуправления начать учет регистрации домашних животных. Так, изложение. При подготовке нормативно-правовых актов Республики Саха-Якутия необходимо учесть все требования, установленные федеральным законодательством. Предусмотреть в государственном бюджете Республики Саха-Якутия средства на реализацию признанных полномочий по регулированию деятельности безотборных животных с учетом предложения муниципального образования, включая затраты на строительство приюта, его содержание и заработной платы сотрудников, и обеспечить постоянную обратную связь с муниципальным образованием по реализации признанных полномочий. Спасибо. У меня вопрос в целом, скажите, общем, какая сумма нужна для того, чтобы в эту ситуацию в рамках закона взять под контроль? Ну, она была ситуация управляемая и механизм заработать. Вот в рамках этого закона даже. Какая сумма в целом должна вас будет, если предусмотреть, взять? Сколько? 140 миллионов рублей. Всего? Всего. Это с учетом организации передвижки, с учетом заработной платы и министерства расходов. Еще есть вопросы? Так, пожалуйста. 140 миллионов – это сумма, которая рассчитана по данным 2019 года, да? В 2020 нам больше будет. И это с первым прогнозом количества собак, которые будут в 2020 году. Ну, расчеты все опираются на 3 года. 17-19. Хорошо, давайте, можно еще правильно вот задали вопрос, потому что вот первые превентивные меры, да, вот они повлечь должны будет стерилизация, будет отлов, да, вот будет выделены деньги, процесс заработает механизм, то следующее, значит, я логически должно быть собак, да, уменьшение разрывов. Приют уже будет такой. Да, часть будет в приюте, часть уже не надо чего. Это же возобновляемая вещь, не только что выпустили, а каждую весну сейчас щенков разбирают по домам, потом будут их выкидывать. Вот. Так вот, должно же механизм должен быть работать, эффективность должна быть. А вы как бы постоянно будете заложить деньги, потому что бюджет, мы сейчас будут все говорить, и скажут, а нельзя брать, потому что там дети, это на еще что-то. Ну, то есть, надо прогноз правильно сделать, мне кажется,
питания животных. Начиная с того, что все корма питания животных должны исключать питание отходами. Все корма должны быть внесены в единую ветеринарную систему Меркурий. Увеличена кратность приема пищи, то есть там не менее 2 раз в сутки, а щенков до 4 раз в сутки. Отдельное питание должно быть предусмотрено животным, которые пребывают в послеоперационном периоде, то есть восстановительные на реабилитации после операции находятся, и у тех, у кого есть проблемы со здоровьем. А учитывая, что все эти животные являются безнадзорными и подобраны с улицы, да, у них у всех, скорее всего, показания по усиленному питанию и так далее. Давайте быть оперативно перейдем к Валерию Сергеевну. Вот представляется. Добрый день, уважаемый коллеги. Директор нового жилкомсервис, такое предприятие, в ведении которого сегодня находится пункт передержки животных. И я, наверное, не буду долго останавливаться на анализе закона, нововведениях и так далее, да, которые вступили в действие с 1 января. Я вам расскажу о практике. Это, наверное, самое интересное, и то, что касается всех нас, то, что близко на земле происходит. Да. С 1 января вступили новые требования, но органам местного самоуправления эти полномочия не были переданы. Все мы прекрасно знаем с вами, что финансирование полномочий, которые не переданы, оно в принципе не производится. И органы местного самоуправления сегодня находятся, и пункт передержки, в частности, в такой ситуации, когда мы с вами, горожане, живем в Якутске, да, наши дети ходят по улице, и мы хотим, чтобы они оставались и были здоровыми, а полномочия нам по не переданы. И, соответственно, финансирование тоже никакое, да? Когда споры идут достаточное финансирование, недостаточное финансирование, правда сегодня состоит в том, что никакого финансирования нет. Меня очень часто спрашивают: Валерия Сергеевна, сколько государственного бюджета вы получили по состоянию, допустим, вот вчера, 29 января? Вот отвечая на этот вопрос, потому что вопрос я слышу чаще всего, я говорю: 0 рублей, 0 копеек. Ничего вы не получили. И это первая проблема, которая имеет именно практическое применение. И с Валерием Алексеевичем я полностью согласна, да, но не стоит скрывать, что эта проблема носит экономический характер. Чтобы справиться с любыми изменениями и вообще с безнадзорными животными, нужны хоть какие-нибудь деньги. Но для начала, да, нужно передать соответствующие полномочия. Сегодня нужно сказать, что пункт передержки животных, он не существует в правовом поле. Содержание животных в пунктах передержки животных с 1 января 2020 года законодателем не предусмотрено. Поэтому уже с 1 января априори законодатель у нас предусмотрел наличие приюта, который, да, и когда говорят о том, что вот идет какая-то, скажем так, борьба, или еще как-то называют зоозащитниками, я скажу: нет, никакой борьбы нет. Зоозащитники требуют правильных, совершенно справедливых вещей. Они требуют гуманного отношения, они требуют приюта и соответствующих мероприятий. Внедрение метода ОСВВ, по стерилизации, вакцинации, выпуски, мы в этом готовы их поддерживать. Но для этого нужны условия, для этого нужен приют хотя бы, да, где все эти манипуляции можно делать, начинать. И это вторая проблема. Если сказать коротко о нововведении метода ОСВВ, да, сегодня у нас нет уже отлова и эвтаназии, у нас есть отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. И все горожане ничего сегодня боятся, а что будет после выпуска? Никто не знает, да? Мы с вами вот только начинаем и вступили в эту реформу. Горожане очень сильно боятся увеличения численности безнадзорных животных на улицах города Якутска, да? Так вот, вообще по медицинским показателям у нас тут еще будет выступать Елена Георгиевна, я думаю, тут ей можно как раз таки задать этот вопрос, да? Деятели науки прогнозируют, что агрессивность пойдет у животных, которые будут стерилизованы либо кастрированы, да, и они не будут представлять угрозы обществу в виде стаи, какая сегодня, да, если они не стерилизованы. То есть они занимают все место стаи, проявляют доминанту и агрессию. Вот это то, чего боятся у нас люди. Да? Мне стоит вопрос, если мы будем отпускать, что снова стаями будут ходить. Так вот, наука прогнозирует, что у них будет снижение
снижения вот этой агрессивности, и они не будут представлять никакой опасности, кроме как, ну, визуально, что они могут действительно какие-то группы, скажем так, объединяться, да. Второй момент. Хочу всех заверить, да, что есть не все отпускаются особи, не отпускаются или не подлежат выпуску значит, особи безнадзорных животных, которые проявляют немотивированную агрессию. Да? Вот меня, допустим, как руководителя МОБ-жилкомсервиса очень сильно этот вопрос волнует, я объясню почему. Потому что самое негативное последствие, которое может быть по результатам обращения с животными, это укусы. Укусы животных, детей, горожан, неважно. Да? Вот предположим, что мы стерилизовали, вакцинировали и выпустили. На тот момент животное, как показалось ветеринару-кинологу, не проявляет немотивированной агрессии. Да? Никакого протокола, который бы позволил сделать эту вещь прозрачной, да, и показать на видео, допустим, вот мы провели тест по протоколу, вот было 10 каких-то манипуляций. Вот вам видео, собака не проявляла агрессии, да, и она поэтому была выпущена. Вот сегодня вот этот пробел нам с вами нужно будет как-то решить, это должны быть какие-то рекомендации, да, чтобы мы выпускали животных, которые действительно безопасны и могут находиться на улицах нашего города. Так, мой регламент, к сожалению, закончился, да, я могу вам много рассказывать. Ну и что хотелось бы сказать в заключение, да? Мы сегодня, наверное, с вами не собрались, чтобы критиковать там переданные полномочия, не переданные полномочия, есть финансирование, достаточно ли оно, да? Я думаю, что ключевой момент, который должен выходить, вектор развития, у нас должен быть направлен, а что нам сделать сегодня, чтобы минимизировать все неблагоприятные последствия, которые могут быть от того, что не переданы полномочия, от того, что нет финансирования. Я думаю, нам вот здесь вот эту рекомендацию какую-то нужно выработать, да, поделиться с ней, вот этой рекомендацией с горожанами, чтобы у нас был посыл. Я думаю, мы северяне, мы всегда с вами живем, жили и будем жить в самых суровых и экстремальных условиях севера. Мы люди, которые жили трудно, да, и мы умеем справляться с трудностями. Я думаю, что с этой реформой мы тоже с вами обязаны справиться. Спасибо. Вопросы? Да, меня зовут Антон Андоров. Хотел бы спросить, а этот закон, он вообще когда начал появляться? То есть я одного так, что ему не подготовили, это может быть внезапно? Ну, если отвечать честно, да, закон 498 об ответственном обращении с животными был выпущен 27 декабря 2018 года. Просто отдельные его положения вступили в силу вот вчера, 1 января 2020 года. Поэтому, если говорить, то у нас с вами было согласие. Ну да, вот было для того, чтобы пункт придержки, чтобы если это первое. Второе. Можете ли вы с каким-то партнером, МКО или там физическая группа людей, да, проводить какие-то экспертизы? Вот вы стерилизовали животное, допустим, вы его хотите выпустить на улицу, но этого не делаете, а выпускаете, соответственно, ну, то есть передаете на восстановление этому МКО, и кому они за ним наблюдают в течение 10 месяцев, если действительно по их там развитию специалистов помогает, ну, действительно он не проявляет агрессию, то, соответственно, собака отпускает. Но если есть какие-то малейшие подразделения, то тот или организация, которая сделала, она может переместить, она это разрешает законом, для этого. Таким образом, мы просто не будем экспериментировать на детях, которые смысл уделяют, да, а будем делать под контролем, просто мы выполняем. Ну, у вас вопрос состоял из двух частей, да, по поводу первой части, почему до сих пор не подготовился пункт поддержки животных, потому что я объясню, да, органы местного, у нас есть несколько уровней власти, да, органы местного самоуправления должны выполнять вопросы местного значения, и для этого у них предусмотрен бюджет соответствующий, да. Если денежные средства бюджета города Якутска будут направлены на иные полномочия, которые не входят в обязательную часть программы, да, это будет, наверное, нечестно перед горожанами, потому что бюджет на садики, да, это же с чего-то нужно брать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это государственные полномочия республики, и правительство приюта также туда входит, да? Поэтому дело стоит таким образом: будут деньги, будет построен приют. И отвечая на вторую часть вопроса, да, мы готовы взаимодействовать с МИКО, более того, да, у нас произошли
прошли несколько встреч, мы объявляли конкурс, искали НКО, любых партнеров, которые могли бы взять на себя пункт передержки животных, да, и организовать работу таким образом, чтобы она была приемлема, да, чтобы в ней был общественный контроль, снять вот этот негативный резонанс, но, к сожалению, ни одна некоммерческая организация не выступила с инициативой, и никто последний сегодня не взял пункт передержки животных. Но мы их, конечно, понимаем, да, потому что кто возьмет без соответствующего финансирования с такими трудностями. Поэтому сегодня пункт передержки животных содержится за счет городского бюджета в лице, да, муниципального универсального предприятия жилкомсервиса, откуда выплачивается, покупается корма, заработная плата работников, которые не ждут, когда будет передаваться полномочия, да, они все хотят аванс, зарплату вовремя, у них у всех есть дети. Ну, а по поводу сотрудничества, да, вот установление очень хорошая идея, и я буду только рада, если ее кто-то поддержит. Ну, так можно, по-моему, создать самих НКО, кстати? ну, как по покупке людей, как они берут гранты, энергию, Это уже зависит от активистов, которые будут а не исполнительной власти, которая обязана делать. Спасибо. Я еще хотела добавить, да, у нас... Да. Антон, очень часто принимая меры уже когда создалась проблема. Правильно? И растерянные, не знаю, что делать, но в конце концов надеюсь. Справимся, но я хочу сказать, что почему мы говорим только о нашей пользе? Проблема так не есть в самом деле. Но почему мы эту сторону не рассматриваем? Дело в том, что да, закон, у нас много законов не мусорит. Если видеокамера, там никто не будет смотреть. Но много личностей, кому вы говорите, правда, никто не видит, то люди меня пугают. Поэтому закону также, когда закон будет создан хороший код, нужно подумать еще об ответственности тех, кто приучает братьев наших меньших. И то, что вот сейчас практика, да, а именно мало можно сделать и страхов, и контроль, и так далее. Но нужно тогда организовывать как-то, нанировать животных, знать, кто хозяин. Хозяин должен оформить какие-то минимальные документы, не надо бюрократию разводить, понимаете? Знали, чья установить собака, фотографии. У нас в городе и собак друг другу уже находятся, но мы особенно фотографии. И находят по фотографии, говорят, что моя собака, спасибо, я заберу. Ну, это народное дело, да? Ну, надо все это как-то организовать, и еще раз говорю, с людьми это проблема. Вот если мы будем решать только следствие, а не причины, то мы многого не добьемся. Но следствие сейчас надо решать срочно. Вопрос, какие-то меры уже остановить. Да, безусловно, у нас в этом направлении работа ведется большая. Мы проводим просвещение жителей, это самое главное, это основа основ. Если люди будут знать правила, да, как нужно жить и как нужно содержать собаку, то, безусловно, это положительно отразится. Более того, буквально вот на днях, здесь коллеги присутствуют, да, с утра, мы производили выпуск листовок, размещали их в частном секторе, поскольку это наиболее живые, скажем так, болевые точки, где собаки зачастую гуляют на самом выгуле, да, там же они сбиваются в стаи, и непосредственно они... Видите, баки не в жилом секторе малоэтажном, да. Баки все мусорные не закрываются. Да. И принято было решение, если раньше пункт передержки животных отдавал хозяин, который потерял свое животное, зачастую бесплатно возвращал, да, то сегодня, если соответствует следовательному гражданского кодекса и отдадим животных, только после уплаты всех расходов, которые это предприятие. Эта мера исключает возможность, я хочу, чтобы это все правильно поняли, какую-то наживу, да, там сверхприбыль, что о чем вы говорите, просто это приучает людей к ответственности за свои животные. Вопросы из зала будем давайте позже задавать, сейчас мы Скажите, пожалуйста. вызовы от голоса, да?
Значит, прием заявок ведет у нас единая диспетчерская служба, да? Здесь есть у нас сотрудники ИДДС? Ну, я тогда расскажу за них. Значит, система подачи заявки, ну, все вы знаете, да, можно по телефону, можно письменно обратиться. Далее заявка ставится на компьютер, снимается она только после того, как человек ее подавший, да, подтвердит, что она отработана. Вот какая система, я считаю, это очень хорошо и прозрачно. Другой вопрос, что сегодня поменялись существенно требования, какого сегодня все автомобили должны быть специализированными, оборудованы специальными клетками. Если животное транспортируется по отлову свыше 3 часов, оно подлежит кормлению, выгулу на специализированной площадке. Значит, особые требования предъявляются к температуре, которая должна быть на борту автомобиля, и так далее. Соответственно, вот все эти требования, да, я их не перечисляю, чтобы воспользоваться новыми новшествами закона, я говорю вам о том, это к тому, что все эти мероприятия требуют финансирования, равно как и обустройство судна, да? Пожалуйста, я хочу поддержать человека, потому что мы живем рядом. 22 числа у меня случился тот же случай, практически тот же случай, как в Ленске, да? Ну, слава Богу, наш третий сосед, который ехал на машине, он от 9-летнего ребенка отмахал 12 собак. Это собаки не частного сектора, это организации, которые закрывает микрорайон Марха. И ведь были же сделаны вызовы 22 января. Вот это было совсем недавно. И мы ждем действительно, пока нас кто-нибудь жареный какой-нибудь клюнет куда-нибудь, пока загрызут насмерть ребенка. Мы живем по Намцирскому тракту, у нас нет освещения, но у нас есть 3 базы, на которых есть огромное количество собак. Не просто много, а огромное количество. Я вот сегодня пока шла, я насчитала 25 кавказских овчарок. Понимаете, и мы каждый год боремся, отправляем их в 3-й конкурс, всякие постановления, но нам приходит, что они все привязаны. Администрация микрорайона не работает. Спасибо большое за... Ребенка-то покусали, мать... Скажите, пожалуйста, ваша фамилия и имя, чтобы записали в протоколе. Пару слов буквально адрес. Кузнецова Марина Юрьевна, многодетная мама. Я также пришла на моего ребенка, они сегодня тоже утром напали. Андрей Иванович, пару слов буквально. Да, 70.